Масштабных сокращений не получилось. После того, как парламент издал постановление об оптимизации расходов Джугурку-Кенеша, сэкономить удалось только 27 миллионов сомов. Руководитель аппарата уверяет, что в этом году бюджету вернут в общей сложности 60 миллионов. Это деньги, которые высвободились после сокращения помощников, водителей, отказа от служебных машин и затрат на ГСМ. В 2015 году сократили 162 человека. Экономия составила 26 миллионов 700 тысяч. В 2015 бюджет Джугурку-Кенеша был 800 миллионов. Но в конце этого года будет еще экономия. По нашим прогнозам, будет сэкономлено еще 30 миллионов, которые мы вернем в бюджет. Однако, как выяснилось, сэкономили только на людях. Транспорт, от которого отказались депутаты, просто перераспределили. Так, например, выяснилось, что несмотря на решение о сокращении расходов, сам руководитель управделами и его зам, а также все отделы аппарата Джугурку-Кенеша продолжают пользоваться служебными машинами. Всего транспортным обеспечением законодательного органа занимаются 53 автомобиля. Сейчас машин нет даже у лидеров фракций. А у вас машина и у заместителя вашего с бензином, обслуживанием и другими льготами. Зачем, например, машина отделу финансирования? Именно поэтому мы поднимаем этот вопрос. Вы не исполняете постановление. Депутаты по всей республике на своих машинах ездят, а вы до Министерства финансов на служебных. Та же проблема и с квартирами, говорят народные избранники. Сейчас на балансе парламента есть 30-квартирный дом, а также 5 квартир в разных районах столицы. Проживают в служебных квартирах сегодня 17 законодателей. Республика Атаджурт предлагает оставить на балансе только один дом. Оставшуюся недвижимость парламент должен продать, а деньги вернуть в бюджет страны. Я считаю, что эти квартиры нужно продать. Есть же депутатский фонд 40 тысяч сомов. На эти деньги депутаты могут спокойно покупать себе бензин или снимать квартиру. Думаю, этих денег достаточно. Давайте включим этот вопрос в наше постановление. Посовещавшись, депутаты решили создать депутатскую комиссию, которая проверит эффективность экономии средств парламента после оптимизации, а заодно изучит состояние транспорта и квартир, оставшихся на балансе Джугурку-Кенеша. Законодатели постановили, все излишки должны быть проданы. Другими словами, никакой оптимизации не было. Мы принимаем законы, а их никто не исполняет. Мы отказались от машин, а управделами, его зам и аппарат продолжают ездить на служебных машинах. Мы пошли на сокращение, а вы не понимаете, что такое сокращение. Теперь по квартирам. Наши основные реформы были направлены на то, чтобы депутаты почувствовали, как живет простой народ. Если надо, будем на улице ночевать. Мы сюда пришли не для того, чтобы пользоваться служебными машинами и квартирами. Давайте объединим наш гараж с правительственным. Там у него 20 машин. Что нужен отдельный руководитель? Причем там у него замы и у каждого машина. Вот это будет оптимизация. Тогда экономия будет уже 200 миллионов. Надо провести аудит. После проверки деятельности управделами Джугурку-Кенеша свои выводы фракция «Республика Атаджурт» намерена вынести на пленарное заседание. Кроме того, парламентские оппозиционеры предлагают поручить правительству изучить собственные ресурсы, а также сократить расходы на содержание аппарата. Планы Кабмина в этом направлении законодатели надеются услышать уже в ближайшем отчете Сооронбая Джеймбекова. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС.